Это будет нереально вкусно вообще. Мы сейчас тут... Так. Все. Бисмиллахи-рахмани-рахим, Аллаха тапшырдык. Да. Рецепт невероятно прост. Но самое сложное в этом рецепте это тесто, конечно же. С тестом, мне кажется, Ильдар, ты справился на 100%. Здравствуйте, уважаемые телезрители и сәнмісіз қадірлі дуслар. В эфире программы «Секреты татарской кухни». И сегодня у нас в гостях актеры Казанского татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева Ильдар Гатауллин и Булат Гатауллин. Встречайте! Здравствуйте, Руслан, очень приятно. Как дела, друзья? Хорошо, мы к вам не с пустыми руками, Так. мы к вам с подарками. Отлично, Это блокнот, тут и кружка, и ручка с логотипом нашего театра. И также вот такая футболка тоже с логотипом нашего театра. О, спасибо. Но это не самое главное. Мы сегодня также принесли пригласительные билеты на премьерный спектакль Да «Питер Пэн». подожди, у меня тут футболка. О, ничего себе! Это не главное. Кто сказал? Так, Теперь у тебя тоже есть такая. Но это не самое главное, потому что Так. у меня еще есть также 2 пригласительных билета по 2 места на премьерный спектакль «Питер Пэн». Будем ждать. Спасибо огромное. Приходите. Да я с удовольствием приду, друзья. Булат Гатауллин, актер. Родился в Казани. В 2017 году окончил Казанское театральное училище и сразу был принят в труппу татарского чуза имени Габдуллы Кариева. За эти неполных 3 года сыграл более 20 разноплановых ролей, среди которых кролик Эдвард в удивительном путешествии кролика Эдварда Кейта де Камило, Карим Тинчурин в пьесе Ракаиля Зайдуллы «Артист», Шаян в гостях у светофора Амануллы, Масса в башмачках Тази Гизата и другие. Ильдар Гатауллин, режиссер, постановщик, актер. Родился в Казани. После окончания Казанского государственного института культуры и искусств работает в татарском чузе имени Габдуллы Кариева. Наряду с актерской карьерой в театре и кино успешно реализуется как режиссер. Поставил спектакли «Лекарство от жадности» и «День рождения Юлдаша». Давайте сразу раскроем все секреты и расскажем, что мы сегодня будем готовить. Мы сегодня будем готовить наша национальная ошак белеш. Так. Также нас сегодня ждет фирменный вкусняшка по-карибски, мы его назвали. Ну, это сюрприз. И коктейль. Ильдар, ну я знаю, что ты не только актер, но ты еще и режиссер-постановщик. Так ведь? Ну, конечно. Поэтому давай так, пусть режиссирует. Ну вот у меня 2 работы, и мы будем как раз делать ошак белеш 2 вариантов. Одну классическую, одну фирменную. Вот. Начинку для классического будешь делать ты, Так, а я буду делать фирменный ашак палиш. Фирменный ошак-белеш. Ничего себе. Поехали. Уже заинтриговали. Начнем? Поехали. Тебе Давайте. грибы Так. резать, а я буду пока резать курицу. Хорошо. Так, я начну с теста, наверное. Рахим. Да, конечно. Окей. Так, тебе нужно, наверное, что-то. Да, чтобы можно было замесить все Такая это. штука. Держи, подойдет. Так. Как режем грибы? Скажите мне, пожалуйста. Тонкими ломтиками. Тонкими ломтиками. Вот так, да? Хорошо. Да. Все. Так, насчет теста мы начинаем. Берем тепленькую водичку, дрожжи обычные любые можно, 5 грамм. Воды у нас получается 200 миллилитров. И на все это мы будем сыпать муку, 400 грамм. Друзья, расскажите мне, пожалуйста, вот что. Где вы научились готовить? Ну, мы вместе собрались и начали готовить. Сколько раз вы уже готовили вместе, скажи мне, пожалуйста. 1. Так. Вот. У нас- Мы как раз таки репетировали, что Так. мы будем делать. И как получилось? Получилось неплохо, да. Сколько мы сделали ошак белешев? Штуки 6, наверное. До того, как у нас получилось. Нет, они на самом деле все получились, мы просто Все вчера получились, бились. все да. удачно. Вы же Да. поняли, что мы должны тут с первого раза, у нас все должно вкусно получиться, да? Обязательно. Всё, ладно. Всё будет классно. по- То есть вы до этого не готовили никогда и ничего? Я готовил. Готовили, конечно, но просто не ашак балиш. Не ощакбалишь. У меня был интересный случай на гастролях, когда мы были... Это, я не помню, какой район был. У нас с утра уехали все на спектакль дневной, меня там не было, поэтому я решил приготовить блинчики. Я начал готовить, все, сделал тесто, поставил сковороду, Так. начал уже класть, так скажем, тесто, и что-то пошло не так. И когда уже все зашли такие... Везде стоял синий дым, как они говорят. Ага. А я говорил, тут везде пар. Ага, Ну, потому что там была сковородка такая, не антипригарная, и там что-то пошло не Во так. всем вот. виновата сковородка. Да. не я. более. Если кто-то, друзья, дома Можно, пытается повторить наши рецепты, и у вас вдруг не получается, то знайте, дело в сковородке.
А чтобы, Ильдар, у тебя всегда все получалось, и чтобы ты не смог больше отмазаться никогда от нашего постоянного партнера Кукмарского завода металлопосуды, я хочу тебе сразу подарить сковородку вот такую. Поздравляю. Спасибо. Все, не отмажешься. Так, ну ладно, блины блинами, да? Но это был, неужели это был единственный опыт, когда вы что-то готовили? Ну, нет, конечно. Так, Булат, ну ты готовил когда-нибудь что-нибудь? Да, готовил. Я на самом деле очень люблю готовить. Так. И первые опыты мои, наверное, были Деван и Ауылда, когда вместе готовили кастабы, когда всей семьей собирались, и Деван делала тесто, мы делали начинку для пельменей, потом все это вместе лепили. И на самом деле это, ну, какие-то такие теплые воспоминания из детства. Ну видишь, когда-то Девян делал тесто, теперь Ильдар Да. делает тесто. Это тоже очень теплые воспоминания. Я тоже должны когда-нибудь быть. научусь. Друзья, расскажите мне, пожалуйста, как вы выбрали эту профессию? Почему вы стали актерами, а некоторые из вас даже режиссерами и постановщиками? Ну, как-то вопроса, кем я буду, даже не стоял. Я с детства уже знал, что я буду работать в этой сфере. А, Ну почему так? опять-таки, из детства все. У меня дедушка играл на гармонии, Боянда бегает и турбойнейда. Так. Деваны хорошо пела, мама тоже очень хорошо пела. И вот из детства это уже пошло, когда То ты есть ты знал, слышишь... что твоя жизнь будет связана со сценой? Да, по-любому, конечно, да? конечно. А потом школа, кружки всякие, театральные, вокал, хореография, вот это все, оркестр и постоянное выступление, всегда сцена. И когда ты уже один раз выходишь на сцену, тебя это уже не отпускает. Это уже диагноз. У меня вообще определилось это все в 9 классе. У меня стоял выбор или пойти по следам отца, стать юристом, следователем, или же в творческую профессию пойти. Так. Вот. И с 9 класса я как раз-таки начал готовиться, потому что была предрасположенность, так скажем. Все, что было у нас в школе. То есть Следователю? Нет, я говорю про творческие моменты. То есть все, что было, получалось отлично. Ага. Вот. И поэтому мне рекомендовали пойти в татарскую студию, где как раз была подготовка для поступления в театральный факультет. Друзья, ну раз вы такие творческие, вообще невероятно, можете нам что-нибудь исполнить, пожалуйста? Да, хорошо. Что будешь делать, Булат? Песню из спектакля «Айда барык қызлар қарық», «Девушка моей мечты». Жырлар ыттым ауылымда, шишмәләр тауышыннан. Қайда минем көмеш шишмәм, ұшырашып қауышырға. Таңнар атса, кешеләр жетсә, ауылымны сағынам. Сағынуым басылыр күк, хатлар келсе ауылдан. Сағынуым басылыр күк, хатлар келсе ауылдан. Так, у нас тесто отдохнуло. Мы сейчас его будем делить на 2 части и раскатывать, делать из них 2 маленьких шара, ставить на поднос, вакуумировать и дальше отдыхать. А я тем временем нарезал грибы. Молодец. А теперь Спасибо. режь лук. Друзья, ну смотрите, вы поняли, что вы хотите стать артистами. Все, это было решено в 9 классе, с детства и так далее. Что было дальше? Вы учились в школе. Как Да. дальше развивалось ваше событие? Куда-то пошли учиться? В училище, в институт или как? После 9 класса я пошел в Казанское театральное училище. Так. Курс набирала заслуженная артистка Республики Татарстан Таслима Халяфовна Файзулина. Ага. Вот. 3 тура творческих было. Я их всех успешно прошел и стал студентом Казанского театрального училища. В 4 курсе у нас были дипломные спектакли, на которые пришли на нас смотреть режиссеры очень многих театров. Приглашали очень много куда, и в Альметьевск, и в Уфу я хотел в какое-то время уехать, в театр НУР. Ага. И в Меделинский театр приглашали, и в Челны. Но я выбрал театр имени Кариева, татарский ТЮЗ, и остался в Казани. А у тебя, Ильдар, как дела обстоят там? Очень даже отлично. Изначально я, когда даже поступал, я не думал, что я стану актером или режиссером. Все так сложилось, так скажем, судьба. Я поступил, сначала я поступал на актерский. Мне сказали, давай на режиссерский, то есть у тебя есть какие-то данные, то есть у нас там были отборочные туры. И я стал учиться на режиссера. С 1 курса нас набирал курс Ринат Мирзахасанович и Лилия Низамиева. И с 1 курса так получилось, что мы начали уже работать в театре. То
То есть мы как раз после первого курса выпустили спектакль, именно студенты, который уже мы показывали в театре. И с этого времени, то есть сейчас, если посчитать, я отучился 5 лет, плюс еще 2 года отучился также в университете культуры. И, получается, я учился 7 лет и как бы работаю в театре 7 лет уже. Свыше даже получается. Ну, слушай, да. Я сейчас тоже продолжаю получать высшее образование в Институте культуры, также по профессии режиссер Народного театра. Мы готовим на кухне МГС «Мебель». Крупнейший российский производитель корпусной мебели теперь и в Казани. Актуальные современные кухни в любом стиле. Изготовление по индивидуальным размерам и адекватные цены. Фирменный салон в Казани, ТЦ Савинова, 5-й этаж. МГС «Мебель для жизни». Вот, такие колобки, так скажем, я накатал. Чтобы понять, что она получилась нормальная, можем нажать. Если она поднимается, то она вот идеальная. То есть мы убираем весь лишний воздух, мы должны сделать его достаточно плотным, так скажем. Поставить. Взять миску или, то есть, какую-то посуду. Насыпем муки, чтобы потом она не прилипала, чтобы можно было легче достать. Ставим туда наши колобки. Желательно, чтобы они не соприкасались, потому что она будет, когда подниматься, то есть ей нужно пространство для поднятия. Мы берем пищевую пленку, закрываем и также отставляем, чтобы она у нас отдыхала. То есть, если мы будем готовить, допустим, не сегодня, можно отправить его также в холодильник и на следующий день достать, и она будет в идеальном состоянии, то есть будет еще лучше. Пока у меня тесто отдыхает, чем я могу вам помочь? Так, держи сыр. Подождите, это же я режиссирую. Вот Да, я Вот буду делать сыр. перережиссируй. Давай. Вот ты сам решил натереть Так, сыр? Вот Да, и три. вот это мне нужно тоже. Держи, возьми, а я пока буду делать. А я вот Вот лук это. нарезал. Молодец, а теперь обжаривай Вам все крупно это. нарезать? Хотя, что я спрашиваю, да? Так, А надо Мне было нужен- крупно? мне нужен чеснок. Чеснок возьми, у нас Ага, чеснок терка здесь пока есть. занята, хорошо. Ты хочешь что с ним? У нас есть чеснокодавилка. Давай Представляешь? чеснок-удавилку. Чуть-чуть соли. Смотри, Так. вот такая чеснокодавилка у нас. Спасибо большое. Друзья, помните ли вы свои первые роли? Ну вот как раз таки я когда поступил, я же сказал то, что вот после первого курса, после Нового года мы начали выпускать премьеру спектакля «Эйда борит козлар карих». Ага. И там я исполнил главную роль. Я там пел, танцевал, и то Так. есть, да, вот. И А у тебя была первая роль какая-то, помнишь или нет? Да, конечно, помню. Я ведь еще только 3-й сезон работаю в театре, поэтому все как на ладони у меня. Ага. Когда я пришел в театр, первая моя роль это была роль Тинчурина в театре, в спектакле «Артист». Этим спектаклем мы открывали сезон. Это был мой первый сезон, моя первая Серьезно? большая роль. Да. А потом у меня появился в моей жизни спектакль «Удивительное приключение кролика Эдварда», которое является, наверное, моей самой значимой ролью и останется, наверное, Почему? до конца моей жизни, потому что меня в первую очередь даже знают не как Булата, а как кролика Эдварда. Нормально. И она незначима не только для него, и она значима даже для театра, потому что это как стало визитной карточкой, так скажем. И в этом году у нас провелся конкурс на символ театра, и дети, которые голосовали и рисовали, они выбрали Кролика. символом кролика. Да ладно? Да. То есть ты теперь еще и символ театра? Ну, получается, что Фактически. так. В тюркскоязычных народах кролик ведь считается символом жизнедеятельности, какой-то вот активной жизни. активной, да. Ага. Вот, поэтому даже. Это такой спектакль для семейного просмотра, где каждый человек может найти для себя что-то интересное. То есть там и свет красивый, и музыка, и декорации. Для детей это очень важно, и что самое важное, там есть глубокий смысл. Так тебе- Приходите все на этот спектакль, всех ждем. Соус для ощик беляша готов. Ага. Мы туда добавили томатную пасту, чуть-чуть приправы, соль и, конечно же, чеснок для остроты. Отлично. А я вот чуть-чуть обжарил лук и теперь отправляю туда наши грибы. Ура! Та-дам! Все. А что делаешь ты, Ильдар? Я смотрю, как вы готовите, я стою и думаю, правильно ли вы готовите. Ну и как? Все правильно Правильно? мы делаем, нет?
Ну, пока что да. Ну, все отлично, у меня основа для ошак бэлиш готова, то есть тесто. Я сейчас его буду приводить в форму, Так. а вы дальше будете дорезать, и Да. мы уже начнем, наверное, Я буду готовить. резать ананас. Так. А я, между прочим, дожариваю грибочки. Сейчас вот посолю их немножко. И все у меня будет готово. Ребят, ну я, во-первых, вас еще поздравляю. Вот. С тем, что вы недавно, относительно недавно, переехали в новое здание театра. Это каково оно, скажите? Нам не хватало площадки, Так. сейчас у нас все есть. То есть у нас параллельно, допустим, спектаклем, мы в малом зале, у нас очень замечательный малый зал есть, мы можем проводить спокойно репетиции. И то есть сейчас все зависит чисто от режиссера и актеров, то есть все на фантазии, все, что есть. То есть у нас здание есть, все Ага, есть для всё этого. есть. То есть Все сейчас, ресурсы, так скажем, да, все есть. ресурсы готовы, и теперь нам осталось только вот, как сказать, приготовить творческое так, произведение. А у нас уже все есть для того, чтобы собрать наш ошак бэлиш. Да, сейчас мы отправим сначала в печь. Сначала немножко должно запечься минуты 2-3. Для чего? Почему? Чтобы покрылась она немножко корочкой, чтобы когда мы будем накладывать в наши вот ингредиенты, чтобы тесто не намокло и не было сырым. Аллаға тапшырдық. Чуть-чуть основа запеклась, и теперь мы мажем наш фирменный соус. Я лично намазываю пюрешечку. Посыпаем Вы там пока свой фирменный соус вдвоем мажете. Курица. Держи. курицу. А я буду сейчас приступать к грибочкам. Следующий слой моцарелла. Следующий слой ананас. Держи. Ананас, хорошо. А сыр мне нужен, можно? Сыр тебе нужен. Держи. О, По-моему, вот это будет это вкусно. Это будет нереально вкусно вообще. Мы сейчас тут... И нам тоже сыр. Да, пусть будет. У нас уже готово, мы уже отправляем в духовку. У меня тоже все готово, кстати, смотрите. Трр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 rr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 r
Рецепт невероятно прост вообще. Ну, самое сложное в этом рецепте это тесто, конечно же. И с тестом, мне кажется, Ильдар, ты справился на 100% вообще. Так, отправляем. А На теперь сколько ты. отправляем? Сколько это стоит там? Обычно отправляем где-то на минут 7, но мы будем смотреть по готовности и по запаху. Но сейчас, друзья, мы прервемся на небольшую рекламу, а после этого вернемся и продолжим. Ащоп Белеш. В теплой воде развели сухие дрожжи, добавили соль, растительное масло, муку и замесили тесто. Скатали тесто в шар и дали расстояться. Затем разделили тесто на две части, накрыли пищевой пленкой и оставили еще на пару часов. Оба шарика теста раскатали в лепешки, которые сначала отправили в хорошо разогретую духовку на 2-3 минуты. Затем одну лепешку смазали картофельным пюре, добавили обжаренные с репчатым луком шампиньоны и присыпали тертым сыром. Другую лепешку сначала смазали томатным соусом из смеси томатной пасты, соли, специй и чеснока. Сверху выложили кусочки копченой куриной грудки, моцареллу и консервированные ананасы. Все так же присыпали тертым сыром и отправили в духовку на 7 минут. Друзья, напоминаю, у нас сегодня в гостях актеры Казанского татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева, Ильдар Гатауллин и Булат Гатауллин. Мы уже отправили в духовку до рекламы наши Ащоп Белеш. Да, они уже скоро будут готовы. Что мы будем делать дальше? Друзья, давайте. Сейчас десерт. Вкусняшка по-корейски называется. Вкусняшка Да, по-корейски. мы будем с Я ждал Ильдаром этого резать момента. фрукты. Так. Тебе самое важное. Растопи, пожалуйста, шоколад. Не вопрос, давайте. А вы-ка мне расскажите, знаете что, друзья? Год театра заканчивается у нас. Чем он для вас был ознаменован? Если этот год прямо брать, то у нас уже вышло за этот год 13 премьер. Круто, круто. На самом деле театр кипит, очень много проектов, очень много спектаклей ставится. С прошлого года вот у нас началась режиссерская лаборатория Тамга. Первая. Первая была в этом году, будет вторая Лаберса, мы ее ждем. Это Что лаборатория. это такое? Это не только режиссерская Творческая лаборатория, лаборатория. это и для актеров очень важно. Это приезжают к нам какие-то новые режиссеры. Выбирается драматургия пьесы. Если в прошлом году режиссеры сами выбирали то, что будут ставить, то в этом году будет Лаберса татарская драматургия. Самая важная проблема, которая существует в театре, это, конечно, репертуар. Так. В татарском театре есть такая проблема, что у нас нету современной драматургии хорошей, которая бы была на одном дыхании с современной молодежью. Поэтому
Руководство нашего театра придумало, так скажем, еще одну лабораторию, которая называется ОСЛ. Это уже драматургическая лаборатория. Проект отправили на гранты. Этот у нас выиграл всероссийский грант, то есть выделились деньги. Сейчас мы будем выбирать именно драматургию. Это будут открытые читки, то есть мы будем обсуждать с зрителем актуальность этой проблемы, для чего это надо и как это нам может помочь или для саморазвития, или для духовного обогащения. На данный момент уже более 200 работ уже представлены, поэтому мы думаем, что эта драматургия нам поможет обогатить наш репертуар. Потому что работы, которые были сделаны в прошлом году на лаборатории, 2 эскиза из них выросли в новые спектакли, которые мы представили уже в этом сезоне. Это «Юмрубаш». С нами работал московский режиссер Екатерина Корабельник. И также московский режиссер поставил спектакль «Охтапи». Мы всех вас ждем в своем театре. Да, Тебя тоже ждем. Спектакли отличаются и тем, что спектакли сделаны для семейного просмотра. То есть и родителям, если приведут своих детей, не будет скучно, и для молодежи это очень актуально. То есть для семейного просмотра. Так, ребят, я растопил вам шоколад. Молодец. Так, держи. Так, я это пока буду наносить на тарелку, а ты, пожалуйста, Что мне разрежь сделать? ананас на Ананас? квадратике. Друзья, а расскажите немножко, пожалуйста, о фестивале, который называется «Ханэ», который недавно прошел. Да, совсем недавно прошел он. Это фестиваль современной режиссуры, ремесло, который прошел уже в 11-й раз. Так. До этого куратором этого фестиваля был Камаловский театр. С этого же года кураторами этого фестиваля являемся мы. Там режиссеры, так скажем, молодые, предлагают свои постановки, они показываются на разных площадках, и после них проходит обсуждение, как все прошло. И... В русском ТЮЗе играли в театре Тинчурина, Так. в Камаловском театре играли, в нашем также. Фон готов, а теперь мы все это будем выстраивать в фигуру. А какая получится, посмотрим чуть позже. Десерт готов. Так, слушайте, ну получилась красота какая-то. Так, Что это такое? так. Я теперь понял, почему это вкусняшка по-корейски. Это же кролик, а? Это же Символ кролик, это же театра, да. символ театра. Слушайте, ну прикольно, классно. Красота? Красота. Так, Кариев театр. Все, Кариев театр, все Корей написано. театра, да. Ну что, друзья, давайте уже пробовать все, что мы Давайте. приготовили. А? Очень Давайте. хочется уже попробовать. Сейчас накроем и будем есть. Поехали. Друзья, ну что, давайте пробовать все, что мы с вами тут наготовили сегодня. Давайте. Наконец-то. С чего начнем? Ну, Давайте с с твоей моего, пиццы. с национального. Давай. Айда. С национального, так скажем. Угу. Такс. Ну что, мне нравится. Неплохо. Кстати, лучше дальше смотрится. Вполне так по-татарски, я вам Неплохо. скажу. Хочется и наш балет попробовать. Давайте. Давайте. Почему бы и Так. нет? Мы тут его уже разделили. Ну, кусочки. Да не, Вот, расти. вот там, вот, да, вот там. О, Это прям далеко не по-татарски. ну очень вкусно. Но очень вкусно, я вам скажу, друзья. Реально. Я прям чувствую этот соус ваш фирменный, которым вы смазываете. Да-да-да. Вкусно. Вкуснятина. Невероятно. Вы обещали коктейль сделать, да? Вы его сделали в перерыве. Расскажите, что там? Банан, мороженое и сок. И получается такая вкуснятина. Ну, вкусно. Это невозможно испортить. Друзья, огромное вам спасибо, что вы к нам сегодня все пришли. Было очень интересно, во-первых, с вами познакомиться, пообщаться, приготовить вместе вот эти вот классные блюда. Ну и спасибо, просто спасибо. Спасибо тебе, Руслан. А наших телезрителей мы ждем на своих спектаклях. Көтіп қаламыз. Обязательно приходите. И не забывайте смотреть нас каждое воскресенье в 11:30 на телеканале ТНВ. Это были секреты татарской кухни. До свидания, друзья. Сау булыңыз.
Если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. А также не забывайте подписываться на наш канал на Ютубе. Новый год – это время волшебства. Подарите себе и своим близким сказочное настроение и незабываемые эмоции вместе с посудой Кукмара. Кукмара умеет творить сказочное настроение. Приобретайте товар в фирменных магазинах Кукмара и в других торговых точках республики.